Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым эфіры са студыі Еўрарады, і гостем нашага сённяшняга эфіра стане любімы вами і намі профессор, психолог Владимир Янчук. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день. Ну, вы так сразу с поглаживания, настраивая на оптимистический лад. Это я, каб вы расслабились и потом нечакана задать вам какое-нибудь каверзное и пытанничка, скажем так. И вы выдали... Мы ко всему готовы. Да, это радует. Спадар Владимир, я адмыслова узяў паузу и не стал адразу пасля выходу з'яўлення гэтага интервью Лукашенко BBC з вами звязываться, ну, каб даць магчымасць і, можа быць, паўціхнуць гэтым эмоцыям, каб быў час для аналізу, каб выказаліся той, хто хоча хутчэй выказацца, была магчымасць сур'ёзна і спакойна пагаварыць. Вот па шчырасці, я ведаю, што вы глядзелі гэта інтэрв'ю, але што-нибудь новае для вас там прогучало? Ну, для меня это вот послужило таким образцом журналистики. Хорошей, квалифицированной журналистики, вот такой своеобразной упертости, интеллигентности, настойчивости, подготовленности. Вот если сравнивать с интервью CNN, то вот этот интервьюер, он гораздо более психологически подготовлен, квалифицирован, и вроде бы и там имя, и это вроде бы и фигура как-то помельче вот в таком, ну, будем так, западном рейтинге. Но у меня впечатление самое такое, ну, будем так, вызывающее чувство пиетета и желание снять шляпу. Вот как можно добиться цели, как можно в том числе, опять-таки, ну, получить ответы на вопросы очень непростого спикера. Почему? Потому что, в принципе, интервьюируемый это человек, повидавший на своем веку многое, руку набивший на различного рода интервью, и дальше, в принципе, считающий себя как рыба в воде, и, в принципе, испытывающий некое чувство самовлюбленности, ну, так, самолюбования в процессе интервью, когда он может и поставить на место, и когда он управляет процессом, и так далее, и так далее. И для меня было важным, что, оказывается, инициатива на самом деле была в руках вот именно интервьюера. Поэтому снимаю шляпу. И, безусловно, я смотрел не только интервью, вот, точнее, версию BBC, точнее, я смотрел все версии по мере выхода. От 3-минутной, потом чуть больше, а потом уже такая развернутая версия. Ну и смотрел интервью, а точнее, вот такую компоновку на белорусском телевидении. Почему? Потому что для меня, как для психолога, крайне важным являются такие действия, они позволяют заглянуть внутрь объекта анализа и получить много дополнительной информации, которую вот так просто не получишь. И одно дело, допустим, публичное, такие официозное выступление по контролируемым каналам, где можно держать маску и где можно, опять-таки, выдавать то, что хочешь выдавать. А другое дело, вот та ситуация, когда задаются непростые вопросы, неприятные вопросы, и когда, опять-таки, нечто фиксируется без купюр. Поэтому еще раз, так сказать, пиетет. Я для себя получил огромное количество такой дополнительной психологической информации для, ну, будем так, глубинного понимания личности главного действующего лица. Ну, все ж таки,
я вярнуся до свайго першага пытання, якое і задаў, але хоть что-нибудь новое агучанага, с агучаных фактаў, с агучаных дзеянняў было пачута ці не? Я да чаго пытаюся, что мы-то беларусы вот все гэта назіралі цягам апошніх, ну як мінімум вот 1,5 года, са жніўня 2020 года, але тое, пра што гаварылася, вот і гэта прогучала. Ну вот, а что-нибудь новое из фактов? Нет, конечно, очень много нового. Почему? Выплески были. Признание многих вещей, о которых раньше не говорилось. Так и в этом как раз заслуга интервьюера. Так и признание, допустим, ну, будем так, не совсем хорошего обращения на окрестине. И признание, опять-таки, таких вещей, связанных, допустим, с количественными какими-то показателями и так далее. На самом деле информации новой много. Ну и дальше мне приблизительно стала ясна картинка, что в принципе она вот резонирует с моими рассуждениями, что человек живет в своем коконе, человек живет в своем мире, этот мир искусно создается ближайшим окружением, и этот человек вообще-то верит в то, что он обладает достаточно такой адекватной картинкой происходящего. И, в принципе, еще один для меня очень важный такой момент, что все-таки сомневается. Другое дело, что он не сомневается вот в том, что он как властитель обладает всеми информационными ресурсами, но, с другой стороны, внутренне сомневается в огромном количестве вот этих принимаемых решений. И для меня очень много вот такой информации, связанной с чем? Что вот внутренний конфликт не верит никому, кроме себя. Так? Нет веры и проверяет, и все время, так сказать, хочет как-то нащупать, правильно или неправильно, и находится в постоянном вот этом колебании внутреннем. И, кстати, это не только интервью, это и выступление, допустим, по поводу Конституции, и то же самое. Видно, что человек не знает, что его ждет, опять-таки видно, что человек не уверен в чем-то, и вот это как раз те дополнительные ресурсы, которые я получил. Вот мы попросили проанализовать паводзіны Лукашэнкі падчас інтэрв'ю аналітыка паводзінаў, эксперта па хлусні і мове жэстаў Іллю Анішченка. І я працытую яго адказ. Казаць пра тое, што кіраўнік Беларусі дзесьці схлусіў, на гэты раз я не магу. Вот неяк, як по мне, вельмі, ну, такое катэгарычнае і, ну, я не ведаю, як тут сказаць, сцвярджэнне. А вот ваши ўражанні? Ну, я не люблю высказывать оценочные суждения в отношении коллег, хотя я вообще-то специалист и в невербалике, и в аналитике, и так далее. И для вынесения таких обобщающих суждений, на мой взгляд, оснований нет. И, в принципе, там можно много найти вот таких невербальных сигналов, которые говорят о том, что, ну, будем так, выдается не совсем то, с чем человек согласен. И я еще раз подчеркиваю, что интервьюеру удавалось преодолеть заготовки. Почему? Потому что, в принципе, человек-то подготовленный, и вот эти заготовки начали ломаться, и поэтому он начал импровизировать. И вот эти импровизации очень часто, ну, что ли, допустим, вот по невербалике говорили о чем? Что он скорее выдает желаемое за действительное, а внутри присутствует сомнение. Дарэчы, вось гэтыя словы наконт таго, што выражым усіх, калі размова зайшла пра недзяржаўныя грамадскія арганізацыі, пра вот гэты сектар. На ваш погляд, гэта было эмацыйнае, вот так вот выказанае і вымушаныя словы, там, вывеў яго на гэтыя словы журналіст, ці гэта, ну так, звычайна, можа нават загатоўка, каб расказаць пра тое, што чакае усіх апонентаў? Ну, почему-то у меня создалось впечатление, что это искренне.
Что это такое? Вось тут ён не хлусіў, да? Я думаю, что это приблизительно так, как вот та ситуация выбегания с автоматом. Когда, так сказать, главное действующее лицо потом очень сильно пожалело об этом. Это вот как раз не та ситуация, когда надо пугать кого-то. Почему? Потому что, в принципе, а кого пугать? Уже все и НГО закрыты, и, в принципе, пугать-то некого. А, в принципе, создать-то новое нельзя без разрешения властей и так далее. Это поэтому внутренний всплеск, да, проговорился. И, в принципе, это месседж кому? Это месседж не согласны. Так вот, вырежем. Так, ну и одновременно для меня это констатация отношения к человеку. Особенно на этом фоне, когда вдруг, допустим, посещение того же логистического центра и сплошной гуманизм, сплошная забота о чем-то, о ком-то и так далее. Это вот такие кивоки в отношении вот этого польского злыдня агуманного. Ну и одновременно вдруг, знаете, вырежем, да, вырежем на корню. Это как раз такой хороший показатель. Показатель действительно отношений. И я ловлю себя на мысли, что есть картинка для вот такой внешней продажи, а есть картинка для своих. И вот это отношение к своим, конечно, такое, ну, чрезвычайно, но уж чем-чем, а характеристикой гуманистичности его назвать нельзя. Ведаеце, я прыгадываю 2010 год. Я тады у якасці журналіста быў у гэты дзень выбараў 19 снежня каля офіса Некляева «Гавары праўду», калі выскачылі першыню вось гэтыя невядомыя людзі ў масках, закідалі ўсіх шумавымі гранатамі, паклалі ўсіх журналістаў, якія там стаялі тварам у снег. І потым на наступны дзень я гэтую сітуацыю апісваў Лукашэнку на этой прэс-канферэнцыі, якая была 20-го. І ведаеце, яго рэакцыя? Ён так пасмяяўся і сказаў: «Шо, паклалі тварам у глебу?» Вот гэтае прызнанне зараз аб збіцціна акрэсціна. І вот мне адразу паралель з тым 10-м годам. То есть для яго это нормально? Да, нормально, потому что это ж не люди. Так, а с нелюдями можно понелюдь. У него же очень четкая дифференциация вообще выражена. Вот это прикорытники, это свои. Так, а остальные, которые не согласны, и за людей-то считать нельзя. Так, враги, а с врагами в выборе средств, ну, что церемониться. Поэтому это искренне. І у такой вот сітуацыі, аналізуючы паводзіны, словы, жэсты, як далёка у гэтай вайне з нелюдзьмі, у вырызанні ўсяго і ўся ён гатовы дайсці, на ваш погляд? Ну, знаете, уже дошли. Как говорится, дальше некуда. Уже мы в этом плане достигли такой планки. И, в принципе, я так понимаю, что, ну, некое, так сказать, насыщение произошло уже, так сказать, вот, накушались вот этого, но и, в принципе, уже, так сказать, запугано это все население. Поэтому это уже невкусно, так, это уже не вызывает, ну, будем так, чувство насыщения. Поэтому здесь надо что-то другое, так сказать, вот это переключение и так далее. Ну и при понимании того, что личность упертая, она будет так настойчиво реализовывать те цели, которые ставятся. Ну и одновременно я на своей странице в сети привел два таких любопытных информационных вброса, связанных с аналитиками, с моей точки зрения, такими диаметрально противоположными. Я сослался на статью Владимира Пастухова о постмодернистском тоталитаризме, а потом я ссылочку сделал на статью уже такого диаметрально противоположного оппонента Уралова, Семена Уралова, который, опять-таки, при очень позитивном отношении к обсуждаемому нам лицу, прямо, вот я его даже цитирую, говорит о чем? О создании информационного вакуума
искажение экспертно-аналитической картины и отсутствие инструментов и технологий работы с обществом. Причем это устами кого? Это вот устами, так сказать, любителей. Он посыпает голову пеплом и говорит, что, так сказать, вождь очень много проиграл в связи с этим. Это как раз вот мои наблюдения психологические по поводу вот этой информационной капсулы. Человек живет по отчетам, дальше выезжает в подготовленные аудитории, слышит то, что хочет слышать. И несмотря на такую очевидную возможность получения объективной информации, он боится получения этой объективной информации. Он боится обращаться к экспертам, действительно независимым от чего-то. Почему? Потому что, в принципе, это приведет к чему? К нарушению вот этого своеобразного когнитивного консонанса, который сложился. Так вот, кругом враги, я борюсь за дело права, и в этой борьбе, опять-таки, душаться чем-то невозможно. Вот вам вот такая картинка, так сказать. Ну и дальше при общем таком любопытном отношении к людям, что люди это вообще-то, ну, будем так, материал, расходный материал. Причем я обращаю ваше внимание, это не только вот эти оппоненты, это не только вот эти несогласные, но и рядом находящийся тоже расходный материал. Когда, допустим, возникает какая-то проблема, без никакого сострадания этот расходный материал выбрасывается. Так что вот вам портрет, такой любопытный. Гэта вы зараз про поплечников, тых, хто зараз... Да. То есть той, хто зараз готовы кланяцца, ківаць, пляскаць у ладкі на прыкладзе аднаго гісторыка дэпутата. То есть вот гэтыя людзі сваімі плясканнямі і слязьмі умілення не заслужаць сабе пажыццёвая благосклоннасць. Вне всякого сомнения, более того, даже при вот в этой ситуации, казалось бы, благоволения, можно не понравиться или просто потерять интерес. Там я еще замечаю одну такую закономерность. Потеря интереса, то есть, в принципе, он достаточно четко оценивает, можно из этого человека что-то вытянуть или нет. И если из этого человека вытянуть нечего, то все, так сказать, раз в сторону, так уже не интересен. Ну и, в принципе, допустим, дальше проверка какая? Будешь вякать, будешь держаться, а не будешь, то и последствия могут быть сложные. Яшчэ один момант, асабіста вот мы там праглядалі гэтае відэо, у мяне склалася ўражанне, што самымі непрыемнымі, ну прынамсі па выразе твара такого, як ён скрывіўся, выклікалі пытанні не пра збітых на Акрэсціна, не пра сітуацыю з мігрантамі і не пра санкцыі, а калі спыталіся пра Пуціна. Вот сапраўды так ці не? Ці вот на ваш погляд, какие самыми неприемными были пытания для его? А тут же, вы понимаете, проблема какая? Человек привык, опять-таки, когда все присмыкают. Так? Дальше. А это вот то, чего укусить нельзя. Так, и это вот то, в отношении кого сказать лишнего нельзя. Очень неприятно ощущать свою зависимость. И, в принципе, допустим, я давно ведь наблюдаю за разговорами или за взаимодействием этих двух людей, и так я понимаю, что, в принципе, они не любят друг друга. И, как говорится, была бы какая-то некая свобода, то, в принципе, они бы с удовольствием, так сказать, скушали друг с друга. Но тут, как говорится, вот та ситуация друзей по несчастью. Нельзя, так, это как раз совпадение интересов при понимании того, что здесь, ну, абсолютная антипатия друг к другу. И, в принципе, каждый, ну, собственно говоря, в силу того, что, допустим, Путин-то и выше, и могучее, и прочее, поэтому приходится унижаться, да, а вот унижение бьет по самолюбию. А восстановление этого самолюбия, оно реализуется как? Ну, в соответствующих отношениях уже к своей челяди, так? Я хочу яшчэ закрануць пытанне гэтага інфармацыйнага вакуума, про які вы некалькі разоў сёння ўзгадалі. Вот можна по-рознаму, там інфармацыйны пузыр, там ружовыя акуляры, гэтак далей, розныя варыянты ёсць. Тым не менш, днямі, я думаю, можа вы бачылі, не бачылі, мой калега, ён, конечно, не профессор
і не тым больш не псіхолог, але дасведчаны журналіст Віталь Цыганкоў напісаў допіс наконт таго, што да няма ніякага інфармацыйнага пухера. Ёсць у яго ўся дакладная інфармацыя і пра стаўленне да яго, і пра ўсё. Але гэта такі чалавек, які заўсёды хлусіў, гледзячы ў вочы, і сам верыў у сваю хлусню праз некаторы час і прыводзіў прыклады гэтай яго хлусні, там пачынаючы ад вершаў Быкова і заканчиваючы там Гітлерам, з которым не ўсё так плохое связано. Ну і гэтак далей можна працягваць. Так вот, ўсё ж такі, можа сапраўды ведае чалавек, але вот это вот натура, ці вот эта схільнасць, ці гэта палітычная, ці гэта вот такое вот, просто палітык так сябе паводзіць, і вот таму такое стаўленне да ўсяго. Я даже все-таки не соглашусь с Цыганковым, это слишком категоричное суждение. Просто, и опять-таки, не посягая на, как говорится, вотчины других людей, я прекрасно понимаю, что, допустим, вообще мировоззрение человека формируется в определенной системе координат. В системе социальных зеркал, на которые он смотрит. А зеркала здесь крайне ограничены. Это люди из ближайшего доступа. Дальше опять, когда мы говорим допустим, о какой-то бесстрастности и всеобъемлемости аналитических ведомств, я говорю, что даже на уровне аналитических ведомств все равно, допустим, есть некое представление о чем, что выдавать. Причем общая тенденция какая, она уже десятилетиями выработалась, либо хорошо, либо ни о чем, либо о хорошем. И вот это рисование картинки на всех уровнях, и я еще раз говорю, что, допустим, крайне вредно очень долго находиться на одном месте. На каком бы месте ты ни находился. Почему? Потому что ты становишься объектом анализа своего окружения, и каким бы ты мудрым не был, каким бы ты проницательным не был, ты вольно или невольно повторяешься, и твоя челюсть, опять-таки, прекрасно знает себя и знает, что подсунуть, знает, какие ниточки, за какие ниточки можно дернуть, опять-таки, на что надавить и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, в чем психологическое обоснование чего? Необходимости смены позиций. Если ты все время находишься достаточно длительный срок в одном положении, ты становишься прозрачным, несмотря на свою, будем так, проницательность и так далее, и так далее. Дальше, что мне не говорили, допустим, по поводу того, есть все у меня ресурсы и так далее, и так далее. Во-первых, ресурсов бесконечное множество. И если вы будете знакомиться со всеми информационными ресурсами, у вас просто физического времени нет. И дальше, опять-таки, тот же аналитическая записка, она включает огромное количество страниц. Так, даже условно. И на прочтение этих страниц, внимательное прочтение, у тебя просто физически не хватит времени. Дальше, опять-таки, когда ты привыкаешь к определенному стилю взаимодействия с информационными ресурсами, вольно или невольно у тебя возникают схемы. Когда ты выделяешь одно и затуманиваешь другое. И если нет вот этих оппонентов, если нет вот этого, допустим, как тот же Уралов пишет, Меньшикова, Аракчеева, Берии, он приводит вот эти такие очень противоречивые фигуры, причем я сомневаюсь, так сказать, в их искренности, почему они тоже подстраивались под монарха и под властителя. У тебя нет возможности просто прорефлексировать. Ведь вокруг него слушатели, исполнители, а дальше, допустим, от слушателя исполнитель всегда, опять-таки, проводит свою линию, реализует свой собственный интерес. И вольно или невольно фильтрует информацию. Поэтому вот это представление о том, что все знает, все ведает, ничего подобного. Ведает о том, о чем говорят, акцентирует внимание на том, на чем акцентирует внимание вот это ближайшее окружение, а дальше усугубляется в своем этом представлении о том, что есть некая правота. Это общая борьба, допустим, это общая проблема людей, живущих в этом вакууме человеческих отношений. Я как психолог говорю, крайне полезно наличие людей с
противоположным мнением. Вы можете не соглашаться, но опять-таки эти люди высказывают свои суждения. И когда они высказывают суждения, появляется возможность тебе задуматься, а может, ты в чем-то не прав, может быть, ты что-то не учитываешь внимание и так далее, и так далее. А вот таких искренних разговоров с оппонентами не было уже лет 20. Поэтому эта картинка такая абсолютно капсулированная. Причем вы посмотрите даже, вот, допустим, на расположение при обсуждении. Я не знаю, допустим, какое расположение при уже, так сказать, интимном общении с совсем близкими людьми, которые, допустим, формируют вот эту повестку дня. Но это дистанцирование абсолютно во всем. Это, опять-таки, некая военная схема, когда, допустим, человек информирующий стоит во фронт и, опять-таки, боится сказать то, что не соответствует, будем так, ожиданиям. Боится говорить правду. Если нет этой правды, формируется вот это вакуумное представление, вот формируется вот этот информационный дефицит. Это очевидно. Дарэчы, калі ўжо загаварылі пра псіхалогію выканаўцаў, ведаеце, я вот зараз мы размаўлялі са Светланай Алексеевич, і яна выказала такую вот, ну, развагу, не развагу, а сама задалася пытаннем. ОМОНаўка, якая біла, вот эта гісторыя вядомая, ОМОНаў, яна кажа, вот ОМОНаўка, якая затрыманых у пастарунку там на Акрэсціна біла з задавальненнем мужчын ногой у прамежнасць. Ну, ёй жа, кажа, не Лукашенко асабіста загадаў так менавіта паступаць. Ці от, да прыкладу, свежая абсалютна навіна з іншага галіны, Віцебскі тэатр, дзе зараз пачаліся чысткі пасля таго, як спектакль, класічны спектакль «Ціль», і дзе крычаць «Жыве Фландрыя», за гэта звальняюць і дырэктара, і частка групы. Ну, не Лукашенко ж загадаў там мясцовым чыноўнікам гэтыя звальненні і так узбудзіцца ад воклічу «Жыве Фландрыя». Гэта што, вот... Все, ніякіх тармазоў, ніякіх ні маральных, ні психалагічных. Адкуль это? Про что это сведчыць? Не, ну это говорит о чем? Что желание выделиться и желание услужить. Услужить для того, чтобы, ну, будем так, попасть в фокус внимания. Есть категория людей, и таких людей становится очень много. Очень много, которые хотят чем-то привлечь внимание. И, безусловно, опять-таки, ну, я думаю, что главное действующее лицо даже не подозревало о наличии такого спектакля. И более того, допустим, о многих вещах оно вообще не имеет никакого представления. Но есть люди, вот эти бьющие копытом, я неоднократно говорил, желающие выслужиться, желающие каким-то образом зафиксироваться, и вдруг, как говорится, удастся запечатлеться перед главным действующим лицом и стать, опять-таки, на некой главенствующей высоте своего положения. Причем не задумываясь о последствиях. О моральности тут вообще речи не идет. Ну и, допустим, касательно примера, которого вы привели, допустим, есть идентификация с ролью. И опять-таки та же ОМОНовка, она действует как? В соответствии с ролью, ведь она реализует нереализованное по отношению к врагам. И испытывает некое такое удовольствие от многого. Я тут боюсь высказывать какие-то суждения. Почему? Потому что для того, чтобы давать характеристику человека, мне надо общаться, мне надо обладать диагностическим материалом, мне надо создать некий портрет, но я могу предположить, что, допустим, если у человека не получается нечто в семейных отношениях, ему выплеск нужен. И вот люди эти находят такие выплески, допустим, мстят за то, что я не могу сделать в другой ситуации. Ну и много чего, допустим, это есть такое бессознательное, так есть вот эти неразрешенные конфликты, есть вот эти выплески. Так, и выплески, и человек выплеснул, ему легче формально стало. Но конфликт-то не разрешился, конфликт-то не преодолен. На самом деле он остался, и он начинает искать вот эти выходы. Поэтому многие рациональные действия, это как раз, так сказать, косвенный индикатор чего? Вот этих выплесков. Господар Владимир. Не все так нормально внутри.
Спадар Владимир, а калі павукі пачнуць самі зжыраць сябе ў гэтым слоіку, бо калі глядзець на гісторыю там все тыя 30-е гады, тады ж вот ужо пачалі, а тут мы маем, ну фактычна што вакол ворагі ўжо маем, унутры толькі таксама ворагі, і выразаць усіх пасадкі, рэпрэсіі, ну пора ўжо как бы пачынаць і жраць адзін аднаго. Ну, знаете, это ж неизбежный процесс. Почему? Потому что на самом деле количество вот такого рода людей, ну, так, служащих, уменьшается. Уменьшается, как шагренева кожа. И их не становится больше. Ну, а дальше, опять-таки, когда я уже попал в фокус внимания, ну, борьба, конкуренция, так? Конкуренция связана с чем? За продвижение вот в этой иерархии, так? А за счет чего продвигаться, допустим, в иерархии, если не интересны вот эти, допустим, посадки и так далее, доказать, что я лучше, чем другие. Поэтому это, я думаю, что оно происходит и сейчас. Просто мы же не знаем, мы же живем при отсутствии абсолютно, допустим, достоверной информации о том, что происходит в управленческих структурах. Но я как-то не сомневаюсь, что и доносы идут, и опять-таки подножки идут, и попытка делания грязи конкуренту тоже идет и так далее. А понимаете, когда человек приступил, вот когда я почему говорю все время о морали, так? Если у человека есть моральное табу, он выдерживается, и он прогнозирует. А если у человека нет моральных табу, он ведь на все способен, он на все способен и по отношению к себе подобным. Не чурается. А чего чураться? Дарэчы, вось, спадар Владимир, я крыху змяню тэму. Тут задаюць пытанне чамусьці мне, але я не лічу сябе, как бы так сказать, ну, адпаведным экспертам, каб адказваць, але вот мне цікава, дарэчы, ваша меркаванне пачуць. Ваше ўражанне ад выступу Светланы Тихановскай у Еўрапарламенце. Гэта поспех і прарыў ці і вот как бы шматкроп'е. Вот ваше уражение. Ну, я, честно говоря, так сказать, не смотрел это выступление. И как-то, так сказать, оно вне фокуса моего внимания. Ну, я думаю, что это уже часть ритуальная. И Светлана стала уже ритуальной фигурой. И, допустим, и нечто даже не связано с ее персоналем, а это выражение, так сказать, это своеобразный месседж другому человеку. Так? Это одобрение, но на самом деле месседж вот этому человеку с демонстрацией своего отношения именно к нему. Что вот эти уловки, что вот эти, допустим, попытки давления, они не проходят. Поэтому это уже такой спектакль немножечко другого порядка, и он не связан, допустим, с конкретной персональю. Яшчэ одно пытанне, просто ваше меркаванне таксама цікава, тым больш як чалавека, які не можа быць абвінавачаны ў тым, што вот ён там з'ехаў, згубіў сувязь з рэчаіснасцю, з рэальнасцю, не адчувае там, што адбываецца. Зараз спрэчкі ідуць ўсё ж такі, як сябе паводзіць падчас гэтага анансаванага рэферэндума. Вот вы на баку якой стратэгіі? Ну, знаете, я, во-первых, пока ни о какой стратегии не могу вести речь. Почему? Потому что вот по недавним выступлениям действующего лица, во-первых, не ясно, будет референдум или нет. Точно так же, как, допустим, вот это своеобразная артикуляция. Я не знаю, нужны изменения в Конституции или нет. А я не знаю, а как прореагируют мои сторонники и так далее, и так далее. А я крайне не люблю рассуждать по поводу действий, которых вообще-то нет. Мы же не знаем, что за Конституция, опять-таки. Мы не знаем, какие изменения в ней. Мы не знаем, опять-таки, будет ли референдум или не будет референдум. И поэтому я не хотел бы распаляться по поводу вот этой виртуальной вещи, которая неведома, будет или не будет. Так, а вот когда будет, тогда будем рассуждать так, на эту тему. А пока у меня нет фактур, а я человек в силу, ну, во-первых, учености, привык фактами оперировать. А, допустим,
Чисто профессионально я крайне не люблю говорить о виртуальных вещах. Хотя, безусловно, вот я говорил о ссылках, допустим, на публикации, которые я рекомендовал своим читателям в социальных сетях. Правда, предупреждаю, что шибко заумно и так далее. Я понимаю по аудитории читателей, что далеко не у каждого хватает потенциал понять глубинные вещи. Но в данном случае я говорил о чем? О вот этом постмодернистском тоталитаризме, суть которого как раз заключается в чем? Вот в этих информационных мифологемах и вот в этих информационных выплесках разных. И безответственности. Я не буду уже ударяться и углубляться в глубины постмодернистского тоталитаризма, но, в принципе, я говорю, что вот для нашей страны он начинает реализовываться, когда, допустим, реальность и информационное сопровождение реальности начинают расходиться. И официальная, допустим, пропагандистская машина начинает оперировать тем, чего нет. Это вот есть такое понятие в свое время, введенное Бодрильяром, как симулятор. Когда, допустим, знак отрывается от референта и начинает жить самостоятельно, создавая представление, ну, допустим, о какой-то вообще-то псевдореальности. И еще на один момент, на который я обращаю внимание. По существу идет же разведка вот этих, допустим. А какую вы стратегию подготовите? Вы артикулировали свою стратегию, а мы учли вашу стратегию. Поэтому обсуждать нечто до не имеет смысла, когда вы артикулируете свою позицию по отношению к чему-то, вы начинаете становиться заложником этой позиции. Вы начинаете становиться заложником стратегии. Почему? Стратегия вроде утверждена. А потом начинает реализовываться эта психологическая закономерность, связанная с так называемым эффектом принятых обязательств. Отказаться нельзя. Так, допустим, ситуация радикально изменилась. А произошло нечто неожиданное. А что теперь? Что, допустим, держаться этой стратегии? Поэтому будет время, будем говорить о том, что является реальным. А сейчас это, ну, я бы сказал так, спекулирование. Спекулирование. Ну і на завяршэнне нашай размовы мы з вами вельмі часто наши гутаркі завяршалі такими, ну, ваши былі зварот да беларусаў з тым, что знайдзіце ў сабе сілу, годнасць, горда заявіць: я гэтага не хочу рабіць, я з гэтым не згодны. Ну, калі вы сапраўды не згодны, не хочаце это зрабіць, знайдзіце сабе смеласць гэта сказаць. Так вот, глеючы на апошнія падзеі, глеючы на апошнія чысткі, як вы думаеце, а засталіся яшчэ у сістэме людзі, якія здольныя гэта сказаць? Ну, в системе вряд ли. Почему? Потому что в системе как раз один из критериев. Если ты говоришь то, что ты думаешь, ты дальше не пойдешь. Поэтому, в принципе, в системе работают люди молчащие. Мне было бы интересно заглянуть в их внутренний мир, что они думают, находясь вот в этой наклоненной позиции. Что они, допустим, переживают и так далее. Это вот как раз типичные конформисты. Но, в принципе, конформист, он отличается чем? Он очень мобильный. Вот одно, если он как раз выражает свою лояльность по отношению к лицу, занимающему позицию. Меняется лицо, и вы можете этого конформиста не узнать. И конформист может сразу перейти в другую позицию, и он может стать другим. Поэтому как раз вот даже вот это уже адресация, так сказать, главному действующему лицу. Это люди ненадежные. Это как раз абсолютное заблуждение, что если человек демонстрирует вот эту постоянную лояльность, если он занимает согбенную позицию, помните о том, что он точно такую же позицию может занять по отношению к другому человеку. Вот как раз человек, демонстрирующий свою позицию, несмотря на разного рода соблазны, этот человек надежный, он предсказуемый, на него полагаться можно. А эти люди могут предать в любое время. А все-таки, завершая традиционно, дорогие мои, опять-таки, никто ведь не ограничивает вас, так, в выражении своего отношения к происходящему. И как раз я замечаю позитивную тенденцию. Вот появление многочисленных мигрантов в Минске уже начало сказываться на чем? На высказывании суждений. Не нравится, не согласен,
высказывания по поводу того, что именно не нравится и так далее. Это вот как раз позитивный жест. Так? Учитесь вообще выражать свои мысли. Учитесь выражать свои позиции. Речь идет не о глобальных каких-то вещах. Учитесь быть людьми. Ну да, вельмі добрая заўвага, але тым не менш нават спробы дагадзіць не заўсёды працуюць на карысць дагаджаючага. Вот просто навіна пра тое, што жанчына зрабіла відэо як супрацоўнікі ваенкамата, там нешта там адзначалі, святкавалі у намёце протестных колераў. И вот хотел Лукашенко, наш президент, сказала она, против такого ж колеру. Ну а у выніку на яе супрацоўнікі военкомата подалі ў суд, и она атрымала пакаранне. Вот и спрабуй дагадзіць пасля гэтага. И опять-таки не соглашусь с вами. Почему? Потому что во многом тут играет, допустим, роль медийное пространство, когда вот эти эпизоды вытаскиваются и так далее. А на мой взгляд, здесь надо показывать те ситуации, когда вот высказал, да, и смею вас заверить, когда, допустим, человек высказывает в рамках вот такого относительно нормативного поля, ничего с ним не происходит. Поэтому, когда вот рисуется такая картинка, допустим, что за любое нечто, опять-таки, происходит нечто, вы в том числе ограничиваете вот этих людей, людей внизу, на высказывание вот этих суждений. Почему? Вы продуцируете вот это чувство страха. Не все говорящие то, что думают, находятся в местах наказания. Другое дело, что адресация аудитории. Вообще-то, когда вы говорите, вообще-то говорите ответственно. Ну и дальше, опять-таки, это способствует той огромной категории людей, которая ничего не делает, а пугает себя. И распространяет страхи. Вот это. А вы попробуйте. Попробуйте. Начните вот эту долгую дорогу к осознанию себя человеком. Да. Мы вас заверить, вы в конечном счете станете таковым. А если вы не будете делать, вы опять-таки будете скатываться вниз. Так? Вверх по лестнице, ведущей вниз. Да, гэта выдатнае пажаданне. На жаль, толькі ось спадар Владимир і тут наши гледачы з гэтым згодныя, пишуць: за не нравится і не согласен ці не согласна можна сесці ў турму і надолго. Як там адна з... Можна сесть, а можна і не сесть. Як адна з прыхільніц рэжыма написала камент под нейкім там... наконт мигрантов, вот, и она-то прихильница, но мигранты вот ее что-то вот как-то и не сподобались, и написала коммент, отрымалась в суде, по вынику сказала: я поняла, что лучше ничего не писать. Тут уже, видать, лучше тогда ничего и не говорить, и не думать, коли есть с чым даже думать. Ну, але тут я згодны все ж таки з вами, силы трэба знаходзіць у сабе. Справедливо. И тогда обижаться не на кого, так? Да. Дякую вялікі. Владимир Янчук, Дмитрий Лукашук у эфиры Еврорадио. Слухайте и глядите нас.